Энергетика остается одной из ключевых тем для Абхазии. Если зимой главная задача прохождения периода дефицита, то летом нагрузки тоже большие. Одновременно продолжается модернизация инфраструктуры и обновление оборудования. Насколько сегодня устойчива энергосистема Абхазии, какие результаты уже удалось получить и что еще предстоит сделать, об этом будем подробно говорить с генеральным директором Черноморэнерго Тимуром Джинджоли. Он с нами на связи по телефону. Тимур Иванович, здравствуйте. Добрый день. Тимур Иванович, лето можно считать таким же сложным периодом, как зима. Действительно, так ли это для энергетиков? Летом, конечно, период сложный, но самый сложный период для нас в энергетике – это, конечно, зима. Но те районы, такие как Гагра на сегодняшний день, их нагрузки сравнимы с зимними, а, наверное, даже больше, чем зимние нагрузки в связи с ростом потребления практически ежегодно в силу развития туризма, открытия новых объектов и общепита, и размещения туристов, и сопутствующей инфраструктуры. А так, в целом, к курортному сезону, я не знаю, на сегодняшний день у нас бесперебойность и качество электроэнергии, конечно, стали лучше, чем было раньше, но до желаемого еще далеко. Для этого еще надо провести очень много мероприятий и работ, требующих большого труда и вложений ресурсов, я имею в виду по финансовой части. Вот об этом как раз и хотелось поговорить, о том, какие меры предприняты, что уже сделано, что предстоит сделать. И, кстати, о помощи России в прошлом году на модернизацию тоже выделялись деньги. Насколько эффективно именно для энергетики эти деньги были израсходованы, об этом тоже хотелось бы поговорить. Давайте, в рамках инвест-программы у нас сейчас проект это по реконструкции подстанции Лохадзе-110. Первый этап полностью мы завершили, сделали, сдали. Это на сегодняшний день кратное увеличение мощности самой подстанции. Знаем, что прилегающие к этой подстанции это и поселок Лохадзе, это и часть Пицунды были запитаны от этой и запитаны на сегодняшний день от этой подстанции. Там на момент принятия этого решения сложился дефицит трансформаторной мощности. Оборудование все было изношенное, старое, самортизированное. Тогда было принято. И выполнив по первому этапу все мероприятия, завершив его, это, конечно, сегодня нам значительно облегчило ситуацию в данном районе. Решен вопрос с трансформаторной мощностью. И при этом стоит все новое современное оборудование. В этом году мы приступаем к выполнению второго этапа. Очень надеемся, что до конца года мы сможем его реализовать, если у нас все сложится хорошо. Будет ли продолжено это сотрудничество, поддержка модернизации энергосистемы? В этом году что-то запланировано или, может быть, в новой инвестиционной программе? В этом году запланировано у нас второй этап по реконструкции подстанции Лохадзе. Я ранее упоминал об этом. Да. Очень надеюсь, что до конца этого года эти мероприятия будут нами завершены. Дальнейшие планы, но это уже будет, наверное, к концу года решаться, какой следующий объект включать на год 27 в эту программу. Энергетики, в общем-то, объявление было сделано о том, что к лету подготовились, все нормально, что энергетика без сбоев будет работать, что подготовились и так далее. А к зиме подготовка, когда начнется, обычно к зиме нужно готовиться летом. Насколько вы готовы к следующему этапу, к зимнему? Смотрите, сейчас оценочно сказать, насколько мы готовы, я, конечно, затрудняюсь. Но процесс подготовки в нашем случае, он идет безостановочно, постоянно, круглогодично. Я что имею в виду? Я имею в виду и замена ветхих сетей, замена трансформаторных подстанций по районам, по местам, замена линий 0,4 киловольт, реконструкция линий 10 киловольт. Это у нас постоянный процесс происходит, потому что обновление сетей нуждается практически вся сетевая инфраструктура наша. Для этого у нас задействованы, мобилизованы все силы. Одно из крупных, допустим, таких значимых работ, которые мы сейчас проводим, это у нас идет строительство линии Хабста от подстанции Лохна-110.
большую часть этой линии мы она построена. Там до завершения строительства еще нам, наверное, понадобится 1 месяц. Вот. После ввода в эксплуатацию этой линии значительно улучшится и облегчится электроснабжение. Близлежащих сел. Это и Золотой берег, и село Хопста, и в сторону Звадровича должна пойти линия новая. Часть хотя бы нагрузки туда передать. Таких мероприятий очень много у нас. В каждом районе сегодня. И Гал, и Порчал, и Чемчиров, Говорович, Кудовота, Гагра и Сухум. Тем более. Сейчас наряду с этим у нас идет активная, вы знаете, что у нас в работе сейчас программа по установке приборов учета. Значит, по системе устанавливается по системе, то я имел в виду, что новые приборы учета, это с заменой сопутствующей инфраструктуры по части многоквартирных жилых домов. Вот. В рамках этой программы меняется абсолютно все. Я имею в виду внутридомовое электрохозяйство. Это стояки, главный распред щиты, распред устройства поэтажные и установка новых приборов учета. Параллельно с этим приводится в порядок вода, ввод. Это питающий кабель от подстанции до дома. Да, если он требует какого-то ремонта, где-то замены, мы это все проводим. Мероприятие очень дорогостоящее, очень трудоемкое, но тем не менее оно дает большой эффект. Значит, по городу Сухум, допустим, на сегодняшний день у нас осталось переподключить на новые приборы учета порядка, я думаю, 1700 абонентов еще остались без нового учета. Какой эффект дал? Эффект дал большой. Значит, если брать чисто по вопросам сбыта, прошлый месяц нам дал 100 с лишним процентов, 109% сбора за потребленную электроэнергию по городу Сухум. Очень надеемся, что на таком уровне у нас будет сохраняться и дальше сборы. И другие районы, в которых идет также установка приборов учета, будут потихоньку подтягиваться к этим показателям. Хотел, договорите, пожалуйста. До всех абонентов, до всех абонентов нашей страны хочу довести следующее, что оплата, показатели, финансы, это даже для нас вторая цель. Первая цель – это для нас, чтобы люди начали банально экономить потребление электроэнергии. Вот. Потому что наш дефицит, который сложился на сегодняшний день, для его замещения, это для нас очень дорогая история. Мы в зимние месяцы покупаем 1 киловатт-час по 5 рублей 20 копеек со стороны Российской Федерации. Вот, покупаем по 5 рублей 20 копеек и на сегодняшний день практически отдаем так по 2,20. Вот, это финансово очень большая нагрузка на нашу организацию, очень большая нагрузка. Вот, и потому любой сэкономленный киловатт – это для нас средства, которые мы можем направить на улучшение наших сетей. Тимур Иванович, действительно нам приходится покупать объемы электроэнергии, но надо же сказать и о том, что много лет и безвозмездный социальный переток Абхазия получала. Да, есть у нас социальный переток, и много лет получали. Но даже при наличии этого социального перетока все знают, что у нас были веерные ограничения. Веерные ограничения, это значит иногда и по 4 часа, и по 6 часов, бывало и по более часов, когда у нас вся республика была на вот этих ограничениях. Прошлый год, это 25-й, переход 25-26 год, это, наверное, первый год, когда мы пошли без одного ограничения. Вот. Только если там где-то аварийная ситуация не складывалась, ограничений, связанных с нехваткой электроэнергии, веерного отключения, так называемого, в этом году не было. Мы очень надеемся и планируем, что этот год мы тоже так пройдем, если нам позволит ситуация. Вот, еще раз говорю, вот эти приборы учета, которые мы активно сегодня устанавливаем, продвигаем, делаем, облегчат нашу задачу в этой части.
Когда мы вообще говорим об экономии электроэнергии, все-таки надо пояснить, речь не идет о том, что социальный уровень надо снижать, в общем, тотально, настолько экономить, чтобы мы там в холоде зиму прожили, но просто нецелесообразное порой расходование электроэнергии происходит. Вот в основном об этом идет речь, и вот там есть серьезные запасы, которые можно экономить населению. Это не говорит о том, что там пора закрывать гостиницы, магазины и всем экономить вот таким образом. Ну, естественно, об этом идет речь в первую очередь. Смотрите, все, что для человека бесплатно, его перестает относиться рачительно, так скажем. Вот как только устанавливаем счетчики, сразу на этих объектах у нас падает потребление ориентировочно на 30%. Это тот объем дефицита, да, который сегодня у нас составляет, в принципе, от нашей потребной мощности. Естественно, человеку в тех рамках, в которых там ему необходимо пользоваться, он будет пользоваться. Не раз для нас, допустим, ни для кого не секрет, когда проезжаешь ночью, у людей там по периметру везде на заборе лампочки стоят, не нужно ему абсолютно, горят ночью. Извиняюсь, в коровниках у людей по 8, по 9 светоточек включенных. Или 5 комнат, во всех человек не живет, допустим, но там вот обогреватели какие-то, там кондиционеры работают. Или у человека трехэтажный дом стоит, он живет на первом этаже, отапливается все 3 этажа, да, вот так вот. Человек просто будет соизмерять свои потребности с расходами, необходимостью, так скажем, да, с расходами. Тимур Иванович, вот мы сказали о том, что вот модернизация идет, и на это тоже со стороны России тоже выделяются деньги, выделялись деньги. Что дальше в новой инвестпрограмме, мы пока не знаем. Другая поддержка – это социальный переток, безвозмездная помощь. И еще же техническая поддержка, вот те же приборы учета, которые сейчас устанавливаются, при поддержке в том числе российских специалистов эта работа проводится. Значит, по этой части проект по многоквартирным домам идут исключительно из средств наших, абхазских, я имею в виду. Вот. Для того, чтобы этот проект осуществить, президентом республики Бадра Журабовичем было принято решение о выделении 500 миллионов рублей из фонда приватизации. 200 миллионов нам выделил бюджет в рамках помощи отрасли. И остальные 234 миллиона – это деньги Черноморэнерго. Значит, этот проект по многоквартирным домам – это сугубо проект, профинансированный абхазскими финансами, так скажем. Техническая поддержка. Да, техническая поддержка, конечно, и техническая поддержка, и программная поддержка по всей этой части, она очень большую и сильную поддержку они нам оказывают. У нас идет постоянный практический обмен опытом с нашими коллективами. Они делятся своими наработками, своими знаниями. Наши люди ездят на повышение квалификации в Российскую Федерацию по разным направлениям, так скажем. Вот. И потихоньку мы тоже должны подтянуть свой уровень до соответствующего сегодня уровня. Вот. Не все, наверное, в курсе, что в этом году мы ввели в работу биллинг в системе сбыта. Также была введена в работу платежное приложение к этому биллингу, да, которое дает возможность людям сегодня как отслеживать свое потребление, так и оплачивать через это приложение за потребленную электроэнергию. Это приложение, в котором отражены все данные для абонента. Это и график потребления, и количество потребленной электроэнергии, история оплаты, возможность провести оплату обратно же, да, не ходя ни в какую в кассу, а с места прямо с телефона. Это все делается для удобства на сегодняшний день наших абонентов.
По поводу... Вот, Да, Тимур Иванович, да. договорите и продолжим разговор про приборы Да, я учета. слушаю, говорите дальше. Приборы учета еще, насколько я знаю, вы планируете закупить, и сейчас работа активизируется именно в частном секторе, потому что в многоквартирных домах работа в основном, можно сказать, почти завершена. Или как вы сами оцените оставшийся объем? Большая часть работы с многоквартирными домами у нас завершена, да, большая часть. Вот, и сейчас мы в основном делаем удар на частный сектор, это индивидуальные жилые дома. Вот, и там проводятся работы, сегодня они идут повсеместно, повторюсь, как в Гаграх, в Гудаута, в городе Сухом, в Львове активно ставятся приборы учета, в Очамчирах начали эту программу делать. Но обратно же возникают определенные трудности с сетями. И вот где они вообще у нас пытаемся хотя бы частично произвести эту замену и подготовить к установке прибора учета. Но по потреблению больше всего потребляли именно многоквартирные дома, города или частный сектор, села? Там тоже серьезные запасы можно сэкономить. Как вы оцениваете? Ну, смотрите, как село рознь. Город городу рознь. Сейчас потребление города Гагры и города Творчал, наверное, невозможно сравнивать, да? Вот. А наиболее энергоемкое в летнее время у нас, конечно, является по потреблению это город Гагра. Вот. Потом город Сухум. Ну, потребление в летнее время, конечно, оно у нас потихоньку, из года в год, если мы брать по сезонности, оно растет. Потому что открывается очень много новых объектов туризма, очень много объектов. Но есть и производство, которое открывается, но, к сожалению, их не так много пока. А по приборам учета после установки платежная дисциплина, как вы ее оцениваете? Стали ли люди активнее платить? И увеличилось ли количество вообще людей, которые платят? Да, конечно. Увеличились в разы. Вот по городу Сухум, если брать, значит, на сегодняшний день порядка 15 тысяч оплат по месяцу производится по городу Сухум. Раньше эта цифра была в районе 5-6 тысяч оплат по месяцу. И вот этот показатель 109 с лишним процентов по сборам по городу Сухум. И именно вот эта система учета дала такой результат. Без такой системы мы этого не смогли бы добиться никак. Ну и эффект большой. И финансовый эффект большой, и технический эффект большой. Когда спадает нагрузка в сетях, значительно меньше становится аварий. Меньше расходов на восстановление этих аварий. Это бесперебойное качество. Это для нашего населения в первую очередь. Это и комфорт, конечно, определенный. Это все взаимосвязано. Ну вот постепенно мы видим, что модернизация, она действительно дает эффект. Первая зима без верных отключений, 25-26 год, вот первую зиму такую мы прошли. Что сейчас самое главное на повестке, вот, чтобы действительно к этому мы не возвращались, к верным отключениям, к тому, что необходимо покупать переток или просить социальный переток? Ну, смотрите, для того, чтобы мы вышли полностью на самодостаточность и закрыть на сегодняшний день проблему с дефицитом генерации, для этого нужно, наверное, строить новые объекты генерации. На сегодняшний день у нас сложился дефицит, порядка 600-650 миллионов киловатт-часов. Это то количество электроэнергии, которую надо замещать. И это замещение в прошлом году у нас сложилось часть из социального перетока. В районе 320 миллионов был социальный переток. Всю остальную часть пришлось приобретать на коммерческой основе. Тимур Иванович, а сейчас летом, пока объемы воды позволяют обеспечивать республику,
Есть ли возможность, может быть, сейчас закупить по летним тарифам заранее? Как-то есть такая возможность техническая вообще? Подготовиться к зиме, подстраховаться частично? Ну, смотрите, мы и в прошлом году начали приобретение перетока с августа месяца для того, чтобы сохранить уровень воды на Ингургесе. Вот. И в этом году планируем также начинать такую же историю. Это будет август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Да. Покупать определенный объем, количество электроэнергии. Это даст нам возможность сохранить, еще раз говорю, согласованный уровень воды на самой плотине и в более мягком режиме пройти уже январь, февраль, март. Мы эту схему применяем. А соотношение процентное, если про Ингургес говорить, распределение электроэнергии, оно сохраняется 60/40, 60 Абхазии, остальное грузинская сторона? Или что-то изменилось сейчас? Значит, в рамках этой договоренности 60/40 оно закреплено за нами. В прошлом году мы получили в 2025 году 40,5% со стороны Ингурии. В позапрошлом году это было 42,3, если я не ошибаюсь, процента. То, что мы с Ингуры получили. Ну, вот рядом с этими процентным соотношением мы все время рядом с ним находимся. Все зависит от гидрологии, от приточности, от объема воды, от таяния снегов. В общем, там очень много составляющих, которые в итоге дают нам вот такую картину. Тимур Иванович, если подытожить разговор, сейчас главные задачи вот на ближайшую перспективу – это продолжить программу по установке приборов учета. Она действительно дает результаты, экономия и финансовые возможности дополнительные у компании появляются, деньги на модернизацию системы. Вы сами, вот какая ближайшая сейчас задача? Наша сегодняшняя задача, первостепенная задача, это насколько нам позволит проводимые мероприятия, это снизить потребление нашей республики. Снизить в рамках экономии. В рамках экономии, в рамках неиспользования электроэнергии, да, в ненужных целях, так скажем, когда бесцельно горят там днем и ночью приборы освещения, котлы отопления. Вот. И чем будет меньше дефицит у нас по генерации, в стране будет складываться, чем меньше дефицит, тем легче, естественно, нам всем будет. Вот тогда и появляется и качество напряжения, да, вот у людей, где там в тех же жилых домах люди на 9 этажах имели там напряжение, допустим, 160-170. Когда мы поменяли всю внутреннюю инфраструктуру, людей стало 210-220. Хороший показатель? Хороший. А если по столице вообще взять, сколько еще абонентов вам предстоит подключить к приборам учета? По столице у нас ориентировочно осталось где-то 1500-2000 максимум абонентов. Остальную часть мы все уже реализовали. А это о каком количестве идет речь, если цифру 1500 осталось? В районе 24-25 тысяч приборов учета. Цифра действительно... Это город Сухум только. Да, подавляющее большинство уже обеспечено приборами учета. Ну да, я могу сказать, на 96% уже завершена эта программа здесь. И этот результат нам дался, конечно, очень тяжело, очень трудно, но тем не менее мы продолжаем это делать. Ну вот эти меры, видимо, и дали возможность сейчас это лето тоже постараться пройти спокойно. Тимур Иванович, спасибо, что были с нами на связи, поделились информацией. Благодарю. Я еще раз хочу обратиться к жителям нашей республики, к нашим абонентам, сказать, что в рамках проведения этой программы будут и отключения, да, на время проведения там реконструкции. Какое-то время это займет. Прошу всех отнестись к этому с пониманием.
потому что по итогу мы все должны выйти на правильные, хорошие, честные взаимоотношения. Благодарю, Тимур Иванович, спасибо. Спасибо вам, спасибо. Всех благ. Всего вам доброго. До свидания. А нашим слушателям напомню, с нами на связи был глава Черноморэнерго Тимур Джинджоли. Мы говорили о том, как энергетики справляются с нагрузками в летний период, о том, как Россия помогает в модернизации энергосистемы и какие проекты поддерживает финансово.